С приходом ислама, который утвердился среди кумыкских правителей и подвластного им кумыкского народа в XII-XIII веках, кумыкские шаухалы стали активно распространять ислам среди горцев Дагестана и Северного Кавказа. Последние в это время большей частью еще не были в него обращены. В этот период в горах преобладали христианство, языческие верования, зороастризм и так далее. Кумыкский шаухал, консолидировав под знаменем ислама силы всех дагестанских народов, выступал как ведущая сила процесса исламизации в Дагестане. Большей частью ислам распространялся мирно. Главными газийскими центрами были Тарки, Эндирей, Отемиш, Калакурейш, резиденция кайтакских уцмиев, Башлы и другие. Кстати, в упомянутом Отемише расположен мавзолей, в котором похоронен Гази Мухаммад из рода кайтакских уцмиев, занимавшийся распространением знаний об исламе. Маршруты газиев и их последующих завоеваний в XV веке шли в широкой полосе до главного Кавказского хребта и горной части Чечни, до земель, расположенных до Черного моря и до Шервана, Азербайджан. Кроме того, интересные сведения об исламизации кумыками горного Дагестана дает обнаруженная в Даргинском селе Ашты Дахадаевского района эпиграфическая надпись, которая гласит: «Построил эту мечеть Бадр, Шаухал сын, с войском для жителей Сирих-Геран. Если они избавятся от неверия, то нет на них хараджа». Из этого можно сделать вывод, что ряд древних мечетей в горах, большинство которых не сохранились до наших дней, были построены кумыкскими миссионерами по приказу своих правителей. Заметная роль в исламизации горной аварии, согласно преданиям, записанным Булачом Гаджиевым и другими краеведами, принадлежала шейху Асельдеру бин Ата из Аркаса, имевшему феодальный титул Карачебека. Распространение ислама на Кавказе продолжалось и в более поздние времена. С ростом могущества и силы известного героя Султанмута Индиреевского росло его влияние на Северном Кавказе. Благодаря ему увеличился ореол распространения ислама среди многих племен и народов Кавказа. В энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской империи» отмечается роль Султанмута в распространении ислама в Чечено-Ингушетии. Имеются сведения о том, что Султанмут принимал активное участие в распространении ислама в Кабарде. Известный путешественник и ученый Эвлия Челеби, описывая одну из крепостей Большой Кабарды, отмечает: «Комендант этой крепости, Маджар Мухаммед Ага, кадием же назначен Тухтар Хаджи Али из кумыков. Вместе с ним в этой крепости прочно обосновались 100 кумыкских молодцов-джигитов. Все они мусульмане-единобожцы. Кадий Тухтар у кабардинцев определяет посты по всем временам года. И вот, вследствие этого, что эти люди являются мусульманами, они стали истреблять своих свиней. Здесь были устроены баня, соборная мечеть, квартальная мечеть и постоялый двор. Кабардинцы стали читать книгу с азбуков Элиф Б. Следует добавить, что ислам среди адыгов распространяли не только кумыки, но и крымские татары. В народных преданиях часто встречаются факты того, как кумыкские и представители других некоторых народов Дагестана, пастухи, а в действительности на самом деле муллы, распространяли ислам в чеченских селах. Зелькина в своей книге «Исламизация чеченских тейпов» сообщает, что чеченские предания связывают принятие ислама чеченцами с деятельностью кумыкских миссионеров. Так, в одном предании говорится о кумыкском миссионере по имени Термуал, человеке красноречивом и жестоком. На общем собрании он торжественно говорил о небесах, ожидающих правоверных мусульман, и многие чеченцы стали принимать ислам. В целом, большинство чеченских преданий и легенд рисуют картину мирной деятельности миссионеров.
В самом конце XVII века родной племянник Султан Махмуда II Ахмедхан, сын Каплана, был вынужден из-за междоусобиц переселиться в Анди, где выстроил на свои средства джума-мечеть и обучал местных детей богословию и арабскому языку. Впоследствии, при удобном случае, он вернулся в Кумыкию и поселился на отцовских землях. Ковалевский отмечает видную роль кумыков в исламизации Балкарии. Горские татары, то есть балкарцы, становятся ревностными магометанами, не без влияния миссионеров, высылаемых время от времени кумыкскими князьями, в частности, шамхалами Тарковскими, выдавшими своих дочерей замуж за старейшин чегемского или балкарского общества. Предание утверждает, что именно с прибытием в Чегемское ущелье Керемхан Шамхаловой, жены Актугана Балкарукова, языческие обряды стали постепенно исчезать, и там получает распространение ислам. Их внуки носили уже вполне мусульманские имена – Али и Омар, а Али даже специально ездил в Кумыкию для изучения арабского языка и Корана. Вернувшись домой, он стал ревностно утверждать мусульманство. Из этой поездки в Шаухальство Али привез на родину экземпляр рукописного Корана XIV века, который долгое время хранился в семье Балкаруковых как драгоценная реликвия. Немецкий ученый Клапрот в конце XVIII века отмечал большую роль индирея в распространении мусульманства в Кабарде. В этом же селении обучался, пожалуй, самый известный проповедник ислама и шариата на Центральном Кавказе Исхак Абуков, окончательно утвердивший мусульманство в этом крае. Если горский мулла или эфенди заканчивал курс обучения в индирейском медресе, то это было вполне достаточной аттестацией о высоком уровне его подготовки в области арабистики и знания основ ислама. В кумыкских селах учились не только кавказцы, но и уроженцы Поволжья, в том числе, например, в Аксае учился татарский писатель и историк Таджетин Ялычкол. Ведущая роль в исламизации предков осетинских мусульман также принадлежит проповедникам из Кумыкии. Аналогичную роль они играли и в Ингушетии. В частности, известно имя таких проповедников ислама в Ингушетии, как кумыки Кураз Эфенди из селения Кизляр, ныне Северная Осетия, и Башир Ашиев из Аксая. Последний являлся активным участником Кавказской войны. В XVII-XVIII веках кумыки распространяли и укрепляли ислам среди карачаево-балкарцев. Но еще долго мусульмане отличались от язычников и христиан лишь тем, что не ели свиней. Чтобы исправить ситуацию в Карачае, миссионеры стали селиться на постоянной основе. В начале XVIII века сюда переселился выпускник египетских исламских учебных заведений Али бин Асадулла из Аксая, ставший эфендием всего Карачая. По-видимому, именно ему принадлежит ведущая роль в углублении исламизации этого края.